На севере от Кавказских гор простирается засушливая земля, где песчаные полупустыни перемежаются редкими полосками леса. Это южная граница одной из крупнейших равнин планеты – восточноевропейской. Часть этой равнины, которая находится в междуречье Кумы и Терека и тянется от Каспийского моря на запад через Чечню, Калмыкию и Ставропольский край, называется Ногайская степь. В самом сердце Ногайской степи, на северо-западе Дагестана, расположено уникальное место с удивительной природой. Урочище Буруны относится к песчаной пустыне и представляет собой территорию с множеством крупных барханов. Самой характерной чертой этого места является редкий вид хвойного дерева – можжевельник продолговатый, происхождение которого является здесь реликтовым. Отличается от обычного можжевельника серебристым, почти белым цветом обратной стороны хвои. Благодаря своей неприхотливости можжевельник устойчиво растет здесь на протяжении длительного периода времени, определение которого затрудняет принесенный ветром песок, лежащий у основания деревьев. Возраст самых старых из них насчитывает сотни лет. В начале осени эти места кажутся покинутыми. Здесь можно встретить лишь небольшие группы серых куропаток. К концу года ветер приносит в Ногайскую степь туманы и редкие осадки. Можжевельник легко переносит короткие и малоснежные зимы. Только стаи зимующих гусей оживляют мрачное небо над можжевеловым лесом. Весной степь снова наполняется жизнью.
Паракопчик – маленький сокол, предпочитающий в питании жуков, стрекоз и других насекомых. Сейчас пара копчиков присматривает место для гнездования. Кобылки – обычный для бурунов представитель насекомых отряда прямокрылых. Молодой особи угрожает смертельная опасность. Каракурт, знаменитый своим мощным ядом. Однако паук занят единоборством с жуком-чернотелкой. Среди степного разнотравья выделяются дикие злаки, которые являются основой питания различных грызунов. Склоны бурунов покрыты норками сусликов, песчанок, гигантского слепыша и тушканчиков. Они, в свою очередь, привлекают внимание хищников. Испокон веков люди в Ногайской степи занимались овцеводством. Когда-то здесь была выведена новая порода – грозненская тонкорунная. Теперь ее разводят в десятках регионов России и других странах. Стада породистых овец стали неотъемлемой частью урочища Буруны. Главной проблемой для ногайских овцеводов было отсутствие водопоев. Об этом напоминают заброшенные колодцы. Сейчас, благодаря артезианским скважинам, вода стала доступна для всех, и в степи появились оазисы. На разливах озер и артезианских вод собираются стаи птиц, оживляя и украшая собой долины. Наш мир полон прекрасного и удивительного. Природа, борясь за существование, находит неожиданные пути развития. Примером может послужить урочище Буруны. Среди песчаных холмов только редкий вид можжевельника островками ужился на сухой земле.
Вопрос их происхождения в несвойственной им среде до сих пор остается спорным. По одной из версий, можжевельник был посажен древними нагайцами, другая же гласит, что семена были принесены разливами Каспия. Урочище Буруны является памятником природы Дагестана, в котором представлен комплекс полупустынной флоры и фауны. Территория имеет надежные защитные условия, что привлекает в это урочище самых различных животных. Этот уникальный участок природы Ногайской степи нуждается в охране и изучении.